Алясхаб, история известна Киевская Русь, также известная как русский каганат. Как она образовалась? Русский каганат образовался на восточных землях бывшего аварского каганата, и вследствие того, что западные земли аварского каганата оказались оккупированы союзными войсками франков и булгаров. Отступившие на восток аварские войска, бывшие уже в незначительном количестве, на восточных территориях русского каганата, впоследствии известного также как Киевская Русь, образовали это новое государство. И в составе этого государства также вошли земли хазарского каганата. Достоверно известно, например, что столица Украины, нынешний город Киев, был частью территории Хазарии на момент возникновения русского каганата. И, естественно, мы смотрим, почему данные территории также оказались в составе этого государства. Потому что и в хазарском каганате правящей династией была аварская правящая династия. И в аварском каганате, естественно, в Сарире одна и та же династия. Родственные отношения, потом русские князья были женаты на дочерях аварских каганов. Это династические браки обуславливали то, что славянское население, бывшее гражданами аварского каганата, оно не участвовало в войне против аваров на стороне франков и булгаров. И впоследствии, вплоть до распада на удельные княжества русского каганата, мы видим, что именно то потомство, родственное аварским каганам, правит на территории этого государства. Но даже после его распада истории известно, что, например, в XI-XII веках на берегах Днестра оставшееся аварское население пыталось восстановить свою численность с тем, чтобы воссоздать аварскую государственность в Европе. Узнав об этом, Византийская империя спровоцировала вот то незначительное количество аваров, численность которых, как по источникам известно, до 250 тысяч человек, на войну, и выманив войска аваров в направлении Валахии нынешней, это территория Румынии, они тем моментом ударили в тыл аварам и геноцидировали гражданское население аваров. Оставшиеся войска, оставшись без семей, они уже как военные отряды разбрелись в разные территории. Большей частью они ушли на территорию Польши, на территорию Восточной Пруссии и Скандинавии, где впоследствии мы уже их видим как варягов, как викингов. Спасибо, интересно.